Ну что, золотая осень, ребята. Конец сентября. В этом году, конечно, сентябрь прям хороший был. Прям вообще. Аж я бы сказал жаркий. Я даже не припомню такого сентября. Прям второе лето. Вот за июнь, наверное, отомстило все-таки. Вот только-только буквально вот неделя, как ребята, спала жара, уже холодно. Неделя шли дожди и похолодание. Сегодня был первый заморозок. Утром даже во дворе в баке там вода замерзла. Ну, что-то было -1, что ли. Вот. В общем, ребят, выехал по Налиму. Воды, правда, нету. Вот сегодня еду на мотовездеходике на своем. Загрузился и шагаю через Бор на одну из любимых точек. Посидим, поживем, побалдеем, поночуем. Взял палатку, печку уже, потому что ночью будет холодно. Что-то в районе 0. Днем вот сейчас разыгралась, конечно, погода, 10 градусов. Шикарно. В общем, остановился прямо в центре Бора. Думаю, время позволяет. Думаю, а что бы не собрать 2 гриба на жареху и пожарить сегодня грибочки на ужин. А что бы нет, свеженьких. По дороге пока ехал, боровики были. 3-4 точно я видел. Но я не стал останавливаться. Думаю, там уже ближе к реке остановлюсь. Что-нибудь надыбаем. Нужно-то всего лишь парочку. И пожарим. Вот. Так что вот тормознул, немножко передохнуть. Ну, дорога хорошая, сухая. Все ручьи, лужи, все высохло. Вообще просто идеально. По мосту проезжал, даже в шлепках можно ходить. А в прошлом году я заезжал, мост этот прям плавал уже. В общем, ребят, такие дела. Ладно, что, посмотрим. Явно, понятно, грибы отошли после того, как вот жара вот эта началась. Было сухо и грибочки отошли. Но мне кажется, что еще будет выход. Сейчас неделька тепленькая. Скорее всего, выход еще будет. Так, что-нибудь посмотрим. Может, что и найдем. Есть какие-то, ребят, но они крупные переростки. Вот, смотрю, более-менее вроде как такой красноголовичек. Нормальный, крепкий. Чисто, ребята, абсолютно. Так, это мусор кармана. Так, красноголовика нашли. Вот еще бы беленького найти. Ну, туда пойду, ближе к реке, там на дороге могут стоять. Так, 1. Ну, надо еще 2, чтобы жирная такая жареха была. Опа. Ребята, все, я на месте. Ну, многие, наверное, узнали местечко. Да, много здесь рыбалок было. Кайфовое место, вообще мне очень нравится здесь находиться. Вообще по кайфу. Так, здесь 1-2, я 2 ночевки за осень стою. 2-3 налимов ловлю здесь.
Бывало, здесь прилетали у меня, и двушки были когда-то, и курносу я здесь ловил. Ну так, в целом. Здесь такой, знаете, не количеством, ну хопа, носочек какой-нибудь такой залетит, и приятно. Особенно, когда осенью, бывает еще на обратном пути грибов наберешь, 2-3 налимчиков привезешь. Красота. Ну и кайфанешь здесь, потому что здесь очень здорово. Воды нету, ребят, от слова совсем. Обычно вот это тут все затоплено, вот это. Я сюда даже лодкой бывает захожу. Вон, смотрите, какие балконы, ребята. Ну ладно, я сегодня взял новые закидушки. Как раз мне вот с этих мест будет очень удобно ставить, потому что круто, подъем большой, трава донками, плоховато заморачиваться именно вот с той стороны, потому что не пляж как бы, а вот как раз доночку бахнуть самое то будет, точнее закидушечку. Погода шикарная, ребята, ветреная немножко, ну да ладно. Так, что, разгрузка, наверное, и надо дров привезти будет, так как здесь я уже местами то, что было, попалил. Такое, ну, ничего тут такого нету. Ну, понятно, есть свежие, сырые и какие-то старые гнилые совсем. Ну, не пойдет. Съездим туда в лес. Там суши много валяется. Качественные, хорошие дрова. Телегой притащим. Не на горбу же нести. Зато у нас и на костер, и на печку будет класс. Все. Разгрузка и чайку хочу хапануть. Поехали. Ваше здоровье.
Так, ребят, ну что, смотрю, дрова какие-нибудь никакие. Вот смотрю, там что-то валяется. Такое более-менее. Да, что-нибудь такое ровненькое найти. Чтоб и заезжать не надо было возле дорожки, тропинки вот этой. И чтоб ровненькая была. Вот. Тоже стоят. Сейчас что-нибудь найдем. Вон там валяются. Найдем что-нибудь, ребятки. Вон валяется. Можно забрать ее как раз, мне кажется. Нормально, друзья, подлетели. Пока я за дровами гонял. 4. Красавчик. Перелет гусей уже пошел, оказывается. Все, дело к зиме. Красавцы. Часто по налиму, когда стою, часто их вижу. Они бывают садятся ночью. Оп! Ага, что за какая-то движуха такая непонятная. Красавцы. Фу, ребят, ну что, все, в принципе, самое основное, как говорится, сделал. Палатку там поставить недолго. Дровишки подвез. Там как раз повезло. Сначала думал эту заберу, потом думаю, нет, пройдусь, посмотрю еще. Раз, и смотрю, лежит свеженькая. Класс. В общем, недалеко прям от дороги, так скажем. Попилил, привез. Ну, так, по 1,5 метра сейчас. Тут уже пошинкую ее на костер и на палатку. Ночью будет холодно. Так что если что, в палатке будем балдеть. Заезжаю сюда и смотрю, блин, думаю, что за фигня, или показалось, что ли. С оттуда еще заметил. Смотрю, нет, сидят красавцы. 4 штучки. Ну, тут вот расстояние-то небольшое, в принципе, если было бы ружье, ну, понятно, нету лодки. Ну, можно было забрать даже их, мне кажется. Пару дуплетов и хорош, все бы и остались там на месте.
Ну это ладно, был у меня случай когда-то, я уже под утро лежу, уже снег первый помню. Тишина, такой рассвет, ну только-только рассветать начал. И слушаю, вот они горланят прям здесь. Я палатку открываю, они вот возле дона ходят. Охренеть, блин. Они меня не видят, главное. Это можно было руками ловить, короче. Ну это вот осенью, когда гусь сейчас на перелет пошел, они часто останавливаются именно на пляжах, отдыхают. Ну и здесь также, наверное, 4 штучки. Ну все, что. Сейчас посмотрю место. Здесь явно вот эти новые у меня пойдут. Я еще взял с собой также свои доночки. Там, если что, с песка можно будет поставить именно их. Время у нас 15:36. Ну, нормально. В 7 начинает темнеть. В общем, ребят, попробуем. Сильно не рассчитываю, конечно. Очень мелко. Здесь и так неглубокое место. Была ямка здесь, приямок такой, трешник. 3,5, около 4. Ну, сейчас, наверное, 3 метра. Вот в одном месте. Но здесь вот что интересно, здесь камень, песок, вот то, что любит налим. Возможно, вот на меляки он сейчас выходит, кормиться все-таки. Вот, посмотрим, в общем. Черви есть. Немного, конечно, но есть. Ну и также, если какой-нибудь ёрш попадется, на нарезку будем пробовать. Короче, сейчас пойду посмотрю обстановку. Что, как будем размещаться. Такие дела. Ну так-то, ребят, не особо, конечно. Не особо, конечно, здесь и подвигаешься, потому что вот сейчас трава вот здесь. Чисто вот здесь я могу, в принципе, попробовать свои доночки поставить. Раз, два, три, 4, да? 4 здесь доночки. И, наверное, там по траве. Дальше больше. Так и сделаем. Блин, вообще воды нету, ребят. Обычно ходишь, ну, где-то примерно здесь. Вот так. А здесь все, вон открылось. Думал, кочки посмотрю. Может, миногу какую найти. Не, все кочки на суше. Тут даже вон кто-то рыл, походу. Вот эту можно, в принципе, посмотреть. Ну вот ее копали. Вот. Ну вот отсюда и пошел. Ну вот видите, друзья, балкон высокий. И вот тут удильник будет как раз мне, что ни на есть, свет, так скажем. Вон обрыв падает, блин. Даже туда можно проползти. Ну вот, наш будет пятак. Что-то вот здесь. Туда уже не буду бегать. И пошел туда. Ну, в принципе, нормально. Метров 100 участок. Не совсем, конечно, удобный. Ну, а что нет? Всегда здесь так было. Ну, конечно, в этот раз вообще труба. Так, ладно, будем разбираться тут все.
Перепуталась капитально. Вот все четко, блин. Ну вот, может, подскажете, ребята, кто вот как-то перевозит, может, как-то резиночками цепляют. В общем, ребят, в арсенале у меня появились новые закидушки от Nautilus компании. Вот я показывал, что я приобрел. Это 1,80 м. Длина 150 грамм ТЭС. Но вот по сравнению с крокодилом, конечно, вершинки у них здесь прям оттас. То бишь вот как под фидер что-нибудь такого плана можно использовать. Оснастил, все сделал. В общем, катушки фидерные переехали у меня, ребята, сюда. Переехали у меня сюда фидерные катушки. Но фидер будут уже новенькие у меня стоять. Вот это все четко, блин, конечно, было, но вот то, что вот это все путается. Понятно, что это не критично, но неприятно. Так, ладно, будем разбираться. Вот, еще одна. Еще одна. Вот. Тут у меня один поводок, в общем. Ну и где-то шнур, где-то леска. Вот такие у меня маленькие. Ну, понятно, крокодильчики. Старые добрые крокодильчики. Тут, конечно, тест 250 грамм. Здесь вообще, конечно, серьезная вица. Все, ребят, разобрался, в общем. 3 таких и 3 таких крокодила. Крокодилы старые у меня. Вот. Я потом добавлялся там старые фидера, но не особо удобно, ребят, возить длинные. Вот, допустим, видите, здесь они собранные, и можно в какой-нибудь чехол положить. Кстати, продаются же вот эти чехлы большие, да? Конкретно может взять для них. А допустим, уже фидеры вот 3-метровые, мне надо его будет полностью складывать и перевозить неудобно. Вот. Ну и кто-то топил тоже, вот типа вот донки, твои донки. Вот, пожалуйста, 6 донок, да, грубо говоря, ребята. Это 6 удильников, 6 больших катушек 5000-х. Вот такая хапка. Это все перевозка. Даже взял заводские рогатульки. Ну, думаю, что не на горбу. Ну или, допустим, 10 донок, ребята. Вот. В таком пакетике. Да, с ними удобно. Весной, когда грязь, потому что толстая леска там туда-сюда. А вот осенью, да, вот можно заниматься, течение не такое большое, и классно они вот подходят. И вот в какие-нибудь дебри залезть, где не особо много донок поставить. Ну, допустим, вот на той стороне, да, ну кидай сколько, 20-30 штук кидай. Здесь вот такие прогалы и не особо удобно, и вот такие вещи выручают. Начнем? Я думаю, начнем. Теперь не только колокольчики нужны, но и бубенчики еще. А так все стандартная донка, ребят. Такая же доночка. Просто облегченный вариант, так скажем. Не надо разматывать. Все это катушкой. Понятно, это удобнее намного. Но при перевозке, допустим, куда-то заезжать, вести надо целую охапку снастей. Не очень неудобно. Так, начнем, наверное, с них. Нет, давайте начнем с этих, наверное. В конец как раз уйдем, там поглядим. Первую здесь начнем. Опа. Вот здесь. Так. Поехали. Рановато, конечно, еще, но я люблю пораньше обозначиться, чтобы здесь все уже было у нас готово, а уже потом будем заряжать. Так, раз, сколько метров? Метров 20. 2, 3, 4. Готово. Обязательно перематываю, чтобы как с катушки вот именно сейчас был выход.
Ну, это вот изначально, когда только разматываем, ребята. А потом все по накатанной. Здесь у меня основная 0,8, поводки 35, груза, ложка, самоплавка 175 грамм, что ли. Взвешивал как-то. Крючки с длинным цевьем. Без разницы, в принципе, какие. Я вот такие люблю. С засечками, чтобы можно было побольше червей насадить. Пока по 2. Пока по 2, ребята. Сейчас, в принципе, окунек может бахнуть. В принципе, и лещ может еще, мне кажется, ночью даже выйти. Почему бы нет? Мелочь еще активная, мне кажется. Так, ну все, полетели. Раз. Опа. Отлично. Мелко там, да. Прямо где-то вот там. Плюс-минус. Но ничего, на меляк тоже нужно ставить. Донки звенят, ребята. Ставлю. Донки звенят все прям. Хорошо звенят. Мелочь какая-то. Вот это что-то прям так тряхануло неплохо. Я уже здесь выставил 4 штучки и уже пошел на крокодильчики. Что-то одна там подзенькивает прям. Окушки, наверное, скорее всего. Что еще может быть с вечера-то? Вот это, ребята. Что-то клюет, как будто. Ну да. Кто-то дергает, как будто. Ага. Окуньки, наверное, ребят. Охренеть. Аж дуплетом, ребята. Аж дуплетом. Ну вот нормально вот этот, хороший. Тот-то, понятно, мелкий. Того отпустим. Вот заглотил, зараза. Ну, сейчас окунь-то активный. Его сейчас на спиннинг, на джиг надо рыбачить. На ультралай какой-нибудь. Заглотил, зараза. Хорошо. Так, ладно, брат, ты там пока потерпи. Вот такой грамм 90, ребят. Ну тоже рыба, чё? Чё нет-то? Блин, только туда че доставляю. Опять что тут звенит. Кушки, понятное дело. Но мне он не интересен. Все-таки налим, ребята.
Я приезжаю за налимом. То, что окунь этот. Такое себе, конечно. Ну, нормально я постоял. Красота. Должен тут проползти-то какой-нибудь змееныш. Это звенит. Засранцы, блин. Были бы тут окуни. Кушки, блин. Ну, они сейчас буквально до сумерек, ребят, потом они перестают клевать. Иди, засранец. Червей только меня кушаешь. Ну и все, отлично. Так, друзья, ну что, все готово. С края обрыва у меня там доночки, 4 штучки. И здесь вот пошли крокодильчики. А наутилусы вот, ребят, новенькие, я вон туда по зеленке поставил. Кстати, блин, круто летят, вообще дальнобойкие. То, что вот они мягенькие, они отрабатывают, и прям 100-граммовая грузева летит как нужно. Красота. Посмотрим. Звенит, правда, все. Окуня звенят. Солнышко садится. Так, друзья, ну что, все готово, в принципе. Донки звенят. Окушки клюют, походу. Ну да ладно, не суть. Главное, уже забросились, а потом уже там дело за нами, как говорится. Так, что сейчас? Палатку ставлю. Дровами занимаюсь. Как раз есть на это полчасика. И уже вон солнце зашло, и все, сразу холодать, ребята. 10 градусов было. Соответственно, сейчас на понижение. Сегодня тоже ночь холодная. Будет заморозок. Первый выход, кстати, с печкой, ребят. Еще не брал с собой. Вот. Печурка, конечно, это своя атмосфера. Я еще, кстати, не ставил печку в эту палатку. Сегодня у меня берег МФП-2. Новенькая, одна из моих новинок. Ну, я, в принципе, все поменял. Вы сами все знаете, кто на канале, что я поменял все палатки, все печки. Полностью обновился. Теперь у меня есть конкретно зимняя палатка. Конкретно есть большая палатка для серьезных выездов. И вот не хватало как раз вот такой небольшой, с печкой в 1 на 2 человека. Вот она у меня есть. С тамбуром небольшим. Ну, я уже показывал ее. Так что нормально. Раскладушку не убрал, так. Коврик постелим и нормально. Пока земля не такая холодная еще. Ну вот, ну опять же. В 7 часов уже, ребят, темно. К 8 уже будет полная темень. Периодически будем выходить, проверяться. Приготовим вкуснейший ужин. Грибочки похаваем. Костерок пожгем. Ну, нормально. И, кстати, в резине уже холодно. Ноги отсырели, пока носился, бегал. И сейчас начали ноги подзамерзать. Это самое плохое. Нужно вот уже эвики одевать. Уже эвики. У них хоть ноги и сырые, но у них не мерзнут они. А тут, сами понимаете, ребят, здоровье прежде всего. Уже я понял, что такое спина. И, как говорится,
Ноги в тепле, голова в холоде. Суворов когда-то кричал за эту тему. Правильно кричал. Будут ноги в тепле, и все будет хорошо. Все, погнали. Чаечек просто прелесть. Класс.
Раз, два, ребята, и темно уже. Офигеть. 17:51. Вот, уже все. Через полчаса, ребят, свет выключат вообще. Ну, я, главное, успел все. Поставил юрту свою. Это интересная такая палатка. Она такая, знаете, ребят, как не зонт. Такая высокая. И с тамбуром. Ну, тамбур пока растянул. И тут проход у меня. Дровишек подколол немножко так на костер. И потом периодически буду подкалывать. Что-то занесу потом. Вот. Внутри пока просто покидал, ребят. Но у меня здесь небольшой косяк. Я же еще никогда не ставил печку здесь. Это Пашихонка 25. И видите, ребят, какое расположение печки. Летние полы расстегнул и вот так в ту сторону скатал их. Тут буду просто спать. Вот. Здесь, ребят, выход под печку не сбоку, как у меня было, а под самым верхом. Соответственно, надо аккуратно с фонарем быть, потому что поплавиться может быть. Куда-то его на крючочек вешать надо. И здесь, ребят, расположение трубы должно быть спереди. Знаете, да, есть сзади, есть спереди. Какой смысл спереди? Экономит место. И, соответственно, печка бы ушла у меня бы вот туда, в упор. Оп, и труба бы стояла здесь, если бы расположение спереди было. А жопа печки была бы здесь. И все бы было четко. Сейчас она ни туда, ни сюда. Будем думать. У меня правда есть береговская печка. Но там 35 литров. Куда здесь такую машину? И выход, колени должны быть прямые. Здесь у меня 3 по 50 прямых и 2 изогнутых. Это вот именно под кубы. Ничего не оставалось, как, ребята, сделать вот так выход. Сюда уйти. Ну и думаю, добавлю. Потому что искры, если что, будут как раз сюда падать. Здесь хотя бы выше порядком. Ну, не знаю. Будем смотреть, конечно. Сюда надо на такую палатку 15 литров. Вполне за глаза. Выход трубы спереди. Она в упор встает к стеночке. И все. Раскладушка здесь. Раскладушка здесь. Вдвоем живешь. Ну да ладно. Мне тут что одному перекантоваться. Место море. Так что сюда все вещи. А там буду балдеть. Такие дела. Ну, короче, я понял. Надо, конечно, это было дома смотреть. Но я думаю, что нет-то. Ну, мы все равно как-то так поставим. Ну, как ты и поставил. Только вот, к сожалению, эта печка не подходит сюда. На другую. В общем, ребят, темнеет. Пойдемте передернем, пока еще без фонарика. Снимем, наверное, каких-то окуней. И все, уже будем погружаться в темноту. Мотор идет какой-то. Каракат там ходил. Гуси летают. Охотятся мужики. Окунье. Окуньки. Окушарики. Блин, да, ребят. Темнеет-то, блин, уже... Ну, что сейчас скажем днем? Все темнее, темнее. Странное, конечно, явление, да, вот налим, ребята. Я вот весной рыбачу налим. Там, получается, день удлиняется после зимы. Темнеет позже, расцветает раньше. И осенью, блин. Расцветает позже, темнеет раньше. Вот в этот режим он клюет, блин. Как-то ну так. Ладно, быстро сейчас пробегусь. Все равно еще рано, хотя налим, в принципе, может быть, уже и сейчас клюнуть. Вот надо
ходить, нянчиться, работать. Как-то так, да. Немножко бы была бы, уже бы все поинтереснее. Если зазвенело, все. Это твое. Ну, надо копать. Надо заезжать, копать. И желательно не на один день, чтобы этим заниматься. Потому что все равно... Ну, с утра же ты не поедешь тоже делать. В лесу тут сидеть. Так только если в лагерь заниматься. Так, поехали. Окуньки. Давай налимчика нам уже. Есть. Это прям донка звенела, когда я там на берегу лазил, занимался чем-то. Она прям подзвинкивала. Так, первый есть, второй есть. По 2 штуки. Ну, это такой более-менее, но тоже. Куда его такого? Давай. Того надо было тоже, мне кажется, отпустить. Ну так, мало ли. Крупненький какой-нибудь попадется еще. Аж по 2 штуки, блин, вешаются. Надо ехать вон. Жиговать. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Уже не вижу, ребята. Уже плохо видно. Соответственно, уже надо фонарик одевать. На закидушках тоже, ребята. Окуни. Мелкие окуни. Глотают еще, конечно, они. Со здрасте. Окуней море. Фух. Все, ребята. Теперь можно успокоиться. Скажем, ну как успокоиться? Сейчас относительно перезаброс сразу следующий максимально быстро. Ну, к 9, чтобы у нас все уже четко стояло. Я думаю, сейчас окунь успокоится немножко. Вот качественные дрова, ребята, обожаю. Смолячок. Единственный момент, в печке он стреляет, дай бог. А печка-то, сами понимаете, тонкая, ну, сталь-то тонкая, и пух, такие щелчки ночью подкладываешь, когда спишь уже. Она бывает как даст в боковину, блин, аж звон стоит. А вот в костре приятно играет, конечно.
Вот. На ночь хватит мне вполне. Да я все равно до часов 2, наверное, может, пободаюсь, сколько вывезу. И потом в палатку пойду. А затоплю-то я ее и пораньше все равно, чтобы тепло было, подсыхало. Кстати, относительно, когда стоим с палаткой возле с костром рядышком, ребят, сразу смотрите отношение ветра. Чтобы не было такого, что костровище, дым вот этот весь на палатку пойдет. Ну, сами понимаете, прожгет просто. Так вроде, в принципе, все правильно поставил. Ну как правильно? Здесь костровище, там всегда палатку ставил. Донки подзинкивают. Короче, рано еще пока. Может что-нибудь перекусить даже. У меня там сало есть, колбаска. Ну, на ужин грибы. Какой-то наутилус, ребята, гремит. Блин, там звенит. Все звенит. Окуняйте. О, вот это что ли дергает. Ага. Она, ребятки. Окуня еще, походу, не отошли. Засранцы. Там тоже звенит. Тут что-то дергает. Вершинка, конечно, классная, срабатывает. Ребята, первый налим. Никодим. Вот это Никодим. Давай, разматывай его. Вот это, ребята, Никодим. Засранец какой. Тихо. Тихо, бандит. Тихо. Ну ты даешь. Давай. Так, разведчики поперли.